Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Его срочное сообщение для вас. Давайте посмотрим, что мужчина срочно хочет вам сказать именно сейчас, в этот самый момент. Что за мысли крутятся в его голове, что за слова крутятся на его языке. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, как же он вас любит. Слушайте, такая прям энергетика, как любовью обдало, как жаром. Он вас очень сильно любит. Он буквально вот глаза закрывает, вас представляет, и у него тепло по телу идет, тепло, да, разливается по жилам, венам. В крови вы у него, в крови. Вы такая ему родная. Роднее вас никого на свете нету. И еще он так показывает, что как будто бы вы его с того света вытащили, либо к жизни вернули, либо жизнь подарили. Я не могу понять. Знаете, жизнь подарила. Вы что, на сына загадали? Ну, нет, конечно, наверное, никто не загадывает на сына. Но вот почему-то он считает, воспринимает вас как ту, кто спасла. Та женщина, которая дала ему жизнь, либо стимул для жизни дала, толчок в жизни дала. Что-то вы для него такое прям сделали, чего другие люди никогда не делали. И он так вам за это благодарен, тут словами не сказать. Но и также мужчина признается в том, что у него скверный характер, либо характер упрямый, характер молчуна. Ему сложно говорить о своих чувствах, ему сложно признавать свои ошибки, хотя он сам это все осознает, ему это и самому неприятно, но вот он говорит: ты же знаешь, какой я, ты же знаешь, что мне тяжело признавать ошибки, ты же знаешь, что я не могу сам от себя отказаться, да, я вот такой, вот, да, я неправильный, но я уже такой. Я буду над этим работать, я уже над этим работаю, но не все сразу. То ли вы поссорились, то ли какая-то размовка, то ли как охлаждение в отношениях у вас пошло. Он очень сильно боится, что вы его неправильно поймете из-за того, что он не может говорить о своей любви, из-за того, что он сейчас вот какими-то делами занят, что вы от него навсегда отвернетесь, что вы кого-то другого выберете. Говорит, это все мой проклятый характер. Что у него с характером? Он у вас что, буйный? Либо он у вас что, доминант? Что у него с характером? Говорит, проклятый характер. Какие-то сложности у вас с мужчиной, сложности, но он вас очень любит. Вы для него самое лучшее, самое прекрасное. Вообще вы его птица счастья. Он вас именно птицей вот во всех этих самых фрагментах показывает, птица счастья. Вы его птица счастья, вы его любовь. Вы его будущее, вы его дыхание, вы его кислород. Не знаю, тут столько комплиментов в вашу сторону и очень много благодарности. Может, правда, вы ему жизнь спасли, не знаю, из горящего дома вытащили, либо о чем-то предупредили. Кстати, да, вы могли его о чем-то предупредить, и он вас послушал, и так вы его спасли. Но вот что у него с характером, что он за человек такой? О, конечно, горы. Вот это характер, вот это я понимаю. Сам себе не рад. Потому что не зря говорит, что у него проклятый характер. И мне почему-то кажется, что он не по вашим даже словам судит, а скорее всего у него либо у отца такой же характер, либо у отца, у деда, да, у мужчин в его роду вот такой вот характер. А может наоборот, у мамы такой характер был, да. Человек сам себе не рад. Вот настолько противный и злобный характер, да, вот не согнется, не прогнется, не выпрямится, да, вот. И он говорит, у меня такой характер. Сам себя за это ненавидит, но
опять же, да, себя не переделаешь, либо должна быть очень серьезная работа проведена. Романтик, мечтатель, легко срывается, легко какими-то идеями упивается, хватается за какие-то идеи, не может долго на одном месте находиться, постоянное движение нужно. Вот как авантюрист даже немножко, либо азартный человек, но при этом он верный, он может хранить верность, и еще он очень преданный, да, вот преданность, верность. Вот это он сам говорит про свой характер. Мечтатель. Ну и очень жесткий человек. Может такого наговорить своим языком, что потом сам в ужасе ходит и думает: Господи, да как я мог это сказать? Да как меня так понесло? Почему я такое наговорил? Да? Я вообще не хотел этого говорить. Потому что проблема с психикой, да, не контролирует, как гнев. Да, у него идет гнев. Он зажигается от этого гнева, а потом не может остановиться. Там и этот... Когда при пожарах используют огнетушитель, вот не поможет. Сам себе не рад. Много раз попадал в такие переплеты из-за своего характера, из-за своего гнева, из-за своего языка, что просто страшно вспоминать. Мороз по коже идет, когда об этом думаешь. Мужчина все прекрасно про себя знает и понимает, но ничего с собой сейчас поделать не может. Знает, как вам с ним тяжело, знает, что обидел, скорее всего, что-то, может, сказал. Да, в психе был и что-то такое сказал. Слушайте, ну вот видите, он сам себя ругает и тут же сам себя оправдывает. Да, я сложный как гора, но я вот еще и могу быть таким верным, хорошим, да, я романтик. Я могу наговорить гадостей, но я же и нежный, я же и любить могу, да. Вот как-то он себя вроде и правду про себя говорит, но и тут же начинает себя отбеливать. Не знаю, мне кажется, что вы с ним натерпелись. Либо он как-то вот распустил язык, в гневе был, что-то сделал, что-то сказал. Вы в ужасе были. Потому что вы действительно решили его бросить, потому что психика нестабильная, а жить с психопатом это страшно, это неприятно, это не пойми чем кончится. Да? У него, скорее всего, глаза кровью наливаются, и он прям себя не контролирует. А может быть, он буйный, когда выпьет, да, бывают такие мужчины. Чарочку выпил, там, 50 грамм, и все, и Остапа понесло. Да, сложно. Я вообще не вижу вас в этой отсыпке, да, вашего отношения, либо вашего мнения. Я вижу только лишь его признание в любви, комплименты, птица счастья. У меня плохой характер, я себя ненавижу, но я буду работать над собой, там, не бросай, не оставляй. Хочу быть вечно с тобой, да. Пожалей меня, дурачка, да, я юродливый, но я буду лечиться. Давайте посмотрим ваши отношения к нему. Вот что вы про него думаете. А еще почему-то он говорит, что никто на него не влияет. Может, вы подозревали, что кто-то на него влияет, кто-то им манипулирует, а он это отрицает. Он говорит: нет, никто на меня не влияет. Так, ваши отношения. А вы запутались в этих отношениях. Запутались, непонятно. Что-то все-таки он вам наговорил. Либо наговорил и пропал, либо наоборот, вы ждали какие-то слова, например, извинения, да, а он эти слова не сказал. Да, и вы сейчас на распутье стоите, вот как поступить. Терпеть. Да, терпеть, пытаться помогать, что-то решать, простить, либо отсечь. Да, у вас к нему такое отношение. Нестабильным его считаете. Считаете, что с ним как бы и будущее такое сомнительное, да? Не верите вы ему, не верите в его надежность, не верите в то, что он может сделать вас счастливой. Имеете право, да, на мужчину с таким характером. А давайте посмотрим по факту. Вы правы в своих подозрениях, в своих сомнениях. Может, действительно он психически неуравновешенный и действительно не стоит. Давайте посмотрим. Вы правы. Так. Карты не отвечают прямо, но
корни проблемы. Вообще в целом, да, вот это его состояние, психопатия, она вот в прошлом кроется, да, либо это родовая, как я уже говорила, наследственность, либо в детстве у него так вот прям не сладко было, что он таким психопатом стал, да, такой пример перед глазами был. Но показано, что вот в хорошей теплой семье он может согреться, он может действительно поменяться, трансформироваться, но на это уйдет много времени. Тут дальше больше, знаете, как вопрос идет, насколько сильно вы его любите, насколько вы готовы терпеть, да, терпеть и ждать, потому что трансформация — это очень не быстрый процесс, это может прям по времени очень много занять. Хорошо, нужен ли он вам? Давайте так зададим вопрос. Нужен ли он вам? Нужен ли он вам? Решать, конечно, вам, нужен он вам или нет. Здесь очень много невыясненных моментов между вами, непроговоренных моментов. И на самом деле, если вы хотите какой-то прям стабильной, спокойной жизни, как тихая гавань, да, то, скорее всего, другой человек, да, другого человека надо выбирать. Потому что этого психопата, я так понимаю, надо лечить, терпеть и надеяться, да. Терпеть от него очень многое. Если вы почему-то показывают ребенка, либо ребенок есть, либо вы хотите от него ребенка, но будьте готовы, что и с ребенком придется работать, потому что тоже, скорее всего, передастся. Да? Передастся такой характер, либо такие замашки. Вот кто бы что ни говорил, а характеры, они тоже по наследству передаются. Вот и все. Имейте это в виду. Если у вас прям нет к нему каких-то сильных чувств, и вы не хотите его спасать, ему помогать, то лучше, девочки, поищите кого-то другого. А если вы прям люблю, не могу, хочу, буду, ну тогда придется, конечно, потерпеть. Конечно, очень много пережить вам придется с этим мужчиной. Потому что он вроде и хочет меняться, но опять же, да, если начнет злиться, раздражаться, это все начнет в нем пульсировать, вырываться, да, а вы будете рядом и вот как под рукой у него, да, окажетесь. Не хочу больше ничего смотреть, потому что мне не нравится то, что я вижу. И опять же, я не хочу на вас влиять, вы сами должны решить. У нас тема, что он хочет вам сказать прямо сейчас. Хочет сказать, что он будет меняться, хочет сказать, что он не прав был, хочет сказать, что он бы с удовольствием попросил у вас прощения, но в силу характера он это сделать не может. Ну, насколько это его оправдывает? Насколько можно сказать, ну да, у тебя такой характер, хорошо, не проси у меня прощения, дальше давай. Ори на меня, либо веди себя как скот. Да? Насколько это возможно для вас? Вот скажите мне, пожалуйста. Нет, если женщина любит, то и не такое вынесет. А если вы, допустим, любите больше себя, да, нужно вам это все. Зачем? Зачем вам тратить лучшие годы, свою любовь на человека, который сам себя контролировать не может, который сам себя боится, да? Который не знает даже сам от себя, вот каких реакций ждать, на что он способен. Ну да, потом он раскаивается. Когда гнев с него выходит, он начинает раскаиваться. Он такой, ой, ну нет, я же не хотел, я же не желал. И даже тут он не может прийти и извиниться. Скорее всего, знаете, как мне идет, что вы поссорились, либо он там набузил и исчез куда-то, да, ни слуху, ни духу. Вот. И теперь сидит и боится, что вы кого-то другого найдете, что вы от него откажетесь, что вы с ним больше не останетесь. Он знает, что у вас есть к нему чувства. Знает, понимаете, чувствует. Но все равно, да, человек же он не глупый, он же понимает, что терпеть его вам не с руки. Зачем вам это все? Зачем вам терпеть? И тут переживания. Ну, в принципе, да, в таком состоянии он может что угодно вам наобещать, в чем угодно поклясться. Будет ли он держать свое слово? Ну, мы с вами видели, это очень долгий процесс. Очень долгий процесс. Муторный, затяжной. Это еще 1000 испытаний, да? 1000 обидных слов, 1000 обидных действий, поступков. Ах, решать, конечно, вам. Решать, конечно, вам. Тут вам клянется, смотрите, одни птицы, ты моя птица счастья, ты моя райская птица, да ты меня спасла, да ты мне дала жизнь, да ты меня воскресила, вот 1000 слов, да.
Ну а толку от этих слов? Что дальше? Вам от этого какой профит? Что вы от этого имеете? Слезы? Обиду? Что имеете? Нет, мужчина, конечно, зверь тут. Вы меня извините, но вот ощущения именно такие. Да, он может вас безумно любить, да, безумно, но при этом он все равно не владеет собой и не может контролировать свой гнев. А это, знаете, и чревато может быть, потому что люди в состоянии гнева могут страшные вещи творить. Страшнее не придумаешь. Ну, вот тут он обещает, что он появится, что он попытается попросить прощения. Он даже не про прощение говорит больше, а про какие-то вот подарки, подношения, что вот я приеду, я подарю тебе подарок, вот, я все там заглажу, я все поменяю, но прощения просить я не могу. Так что, мои хорошие, вам нужно прям крепко подумать по поводу этого мужчины. Любовь любовью, но психопат – это прям страшно. Да, нестабильная нервная система – это прям серьезно. Ну а так вот люблю, не могу, все, держите семеро, все брошу к ее ногам, я все исправлю, я все изменю, там не бросай, не уходи, ты моя любовь, ты мой мир, да, тут, ну, сами видите, да, куча комплиментов в вашу сторону, куча признаний. Но вот еще, знаете, как мне кажется, он вам этого не говорит. То есть в лицо, вслух он вам этого не говорит. Он, наверное, больше как-то молчит, либо типа догадайся, мол, сама. Ты почему такая недогадливая? Если я с тобой, значит, я тебя люблю, да? Возможно, у вас такие отношения. Но, опять же, вам решать и вам выбирать. Как по мне, так мужчине нужно долго лечиться. Причем лечиться у хорошего психотерапевта. И прям, да, заниматься собой. Еще, да, возможно, какие-то медикаменты успокаивающие принимать. Вот, решайте, думайте. Но тут он прям просит, заклинает, признается в любви. Не бросай, не оставляй. Я такой, но я поменяюсь ради тебя и в огонь, и в воду. Ну а чем это закончится? Сами понимаете, только лишь время покажет. Мои дорогие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.